Салям алейкум. В эфире АТР программа «Истихамет. Направление». Сегодня с нашим гостем Сулейманом Беем Хайруллаевым, с главой Совета улемов, будем искать правильные направления, правильные пути. И сегодня будем говорить про испытания, про беды, которые могут случиться с мусульманами, которые могут настигнуть мусульман, и как с этими испытаниями бороться, и как их преодолевать. И по связи у нас должен быть еще и муфтий мусульман Крыма Айдербей Рустамов с Чангара. Подключение будет позже, а сейчас мы начнем беседу. И зрителям напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Если есть у вас вопросы касаемо нашей темы про испытания, касаемо, может быть, других тем, звоните, задавайте. Наш гость будет ответить на ваши вопросы. Сулейман Бей, начнем с того, что объясните, пожалуйста, что такое испытание, что такие беды и что они означают. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. У любой терминологии, у любой вещи в исламе есть любой вещи в исламе есть объяснение. Объясняет его как арабский язык, также объясняет сам Коран, либо же сунна пророка Мухаммада. И относительно испытаний и бед, то значение этих слов в языковом значении означает то, что постигает человека из того, что ему неприятно, из того, что его затрудняет и доставляет ему неудобства. А самая трудная горечь – это то, что заставляет человека испытывать очень большую трудность, возможно, потерю, возможно, то, что его приведет к самому большому огорчению. Что же касается с точки зрения ислама, беда, либо же испытания, которые постигают человека, то эта трудность, которая постигает человека, но она может выражаться как в стороне испытания для человека, также в другой стороне, как наказание. И поэтому это то, что постигает человека, оно может выражаться как в испытании для человека, также и в наказании для него. А если же говорить про беды и трудности, мы говорим в жизни мусульман, это хорошо или плохо? Делают ли они мусульман сильнее? Любое испытание, которое постигает, либо же беды, которые постигают, Аллах Субхану Тааля о них говорит в Коране, деля их на две категории. Первая категория – это является испытанием для верующего, и вторая категория является для него наказанием. Испытание, оно может выражаться абсолютно во всем. И Аллах в Коране говорит: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Аллах говорит: мы испытываем вас страхом, потерей близких, потерей имущества, потерей жизни. И обрадуя, Аллах говорит, терпеливых. Таким образом, когда постигает верующего трудности, либо беды, например, он ощущает какой-то страх. То есть происходит то, что заставляет бояться человека. Это испытание для него. Если он, как Аллах говорит, «Фабашири сабирин», обрадует терпеливых. То есть те, которые проявляют покорность Всевышнему Аллаху. Также может испытание выражаться в потере близких, либо в потере здоровья для человека, либо же потере имущества. Например, урожай у него, например, не удался, либо же что-то произошло, и он потерял свое имущество. Это также для него выражается... А испытывает ли богатством Всевышний? Да. Испытание, как оно проявляется? И богатством также человек испытывается, когда его постигает, Аллах дает ему богатство, Аллах испытывает его на благодарность. Аллах в Коране говорит: «Вазкуруни, азкуркум вашкурули валя такфурун». Аллах говорит: помните обо мне, и я буду помнить о вас. Благодарите меня и не будьте мне неблагодарными. И Аллах Субхану Тааля во многих аятах Корана приводит примеры людей, которым Аллах дал богатство, тем самым Он их испытал. А оно выражается в чем? То есть, как определить человек из того, кого приходит богатство, он обязательно, у него появляется возможность приобрести что-то, либо же сделать что-то. Вот то, на что он тратит, если это из рода запретного, тогда это указывает на то, что человек не выдерживает испытания. Например,
Если человеку дано богатство, и он, например, выплачивает закат, он помогает бедным, дает милостыню, строит мечети, делает ифтары, тем самым он расходует это богатство на благое. Таким образом, он выдерживает то испытание, которое Аллах ему дает. Если же он тратит его на азартные игры, на запретное, таким образом он тратит и не выдерживает то испытание, которое Всевышний ему даровал. А значение слова «исраф», вот объясните, имеет ли это к этому значение, что когда Всевышний испытывает человека богатством и израсходует эти сбережения, деньги не в нужном направлении? Аллах Субхану Тааля говорит в Коране о исрафе, о расточительстве человека, когда он не знает цену милости Всевышнего, которую он даровал ему. И, например, он расходует на то, в чем нет для него блага, либо излишествует в нем. Например, человек, Всевышний дал ему удел. Он берет, например, и разбрасывается им. Он не расходует его, например, на свою семью. Он не выбрасывает еду. Он выбрасывает одежду, которая еще... В избытке все произойдет. Да. И когда он не знает ему цену, таким образом он является тем, кто совершает исраф. И самое главное, Аллах говорит: «Иннаху ля юхиббуль мусрифин». И он не любит тех, которые совершают и делают исраф. Вернемся к словам, о которых мы говорили, что испытание выражается, то есть оно выражается, то есть беда, либо она выражается, либо же испытание бывает благом для верующего, либо нет. Первая его сторона, Всевышний Аллах упоминает это как испытание, и в нем благо для верующего. Благо для того, кто выдержит это испытание достойным образом. Вторая же сторона, Всевышний Аллах делает эту беду наказанием для человека. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Фама асабакум мин мусибатин, фабима касабат айдикум». Какая бы беда вас ни коснулась, то есть трудность, это по причине того, что уготовили ваши руки. То есть по причине ваших грехов, ваших преступлений, вашей несправедливости, вашего ослушания и вашего высокомерия вас постигли эти беды. А То какими есть, наказаниями Всевышний может наказать человека, если он пойдет не по тому пути или же что-то сделает не так? В этом мире на самом деле настолько много наказаний, которые могут постигнуть человека, что их, то есть очень долго можно перечислять. Да. Это может быть болезнью. Болезнью даже не самого близкого, не самого человека, а близкого, потому что это труднее для человека. Потеря имущества, беднотой наказание может быть. Наказание может быть душевной болезнью, то есть неспокойствие сердца. На самом деле это, возможно, одно из самых сложных наказаний для человека, когда человек пытается найти успокоение своему сердцу, и он не может его найти. Вот это есть одно из больших наказаний, которое, возможно, человек потратил бы сотни имущества своего, чтобы избавиться от этого, но он не сможет от него избавиться. Печаль, волнение, то, что постигает сердце человека, это одно из больших наказаний от Всевышнего. Во время наказания человек остается ли один на один, или все-таки он может обращаться, просить помощи? Всевышний Аллах Субхану Тааля научил в Коране, как человек должен преодолять эти трудности. Человек не остается сам по себе со своими трудностями. Тот же, кто последует правильным путем, преодолевая испытания и трудности, он обязательно увидит облегчение. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит в Коране о тех, кого он испытывает. И Аллах говорит: обрадуй терпеливых. То есть те, кто проявляют терпение, довольство предопределением Всевышнего, и тем самым они проявляют стойкость. Они не разочаровываются, они не теряют надежды. Аллах Субхану Тааля говорит: «Алладина ида асабатхум мусибатун калу инна лиллахи ва инна илейхи раджиун». Это те, Аллах говорит, о верующих терпеливые, которых постигает, если беда, они говорят: поистине мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение. Аллах далее говорит в Коране: «Уляика алейхим сараватун мир раббихим, ва уляика алейхим сараватун мир раббихим ва рахма, ва уляика хумул мухтадун». Это те, Аллах говорит, над кем будет благословение их Господа,
Его милость, и они на прямом пути. Таким образом, Всевышний Аллах дал понять, как человеку правильно преодолеть трудности и беды, которые его постигли. Первое – это проявить терпение. То есть смириться с предопределением Всевышнего Аллаха. Далее покориться, то есть вернуться к Аллаху, обратиться к Нему, сказав: поистине мы принадлежим к Аллаху. То есть Аллах нас создал, и мы к Нему возвращаем. У нас есть выражение: Аллах дал, и Аллах забрал. И поэтому, если человек смирится с этим, то Аллах будет им доволен. Аллах, субхану ва тааля, даст ему свою милость, и этот человек приобретет счастье, то есть он будет на прямом пути. Другая сторона, другая же часть, когда человек впадает в крайность, то есть когда он начинает винить себя в том, что произошло. Либо же винить кого-то, либо бить себя по щекам, рвать на себе одежду, рвать на себе волосы. Это большая крайность. И таким образом человек проявляет недовольство с предопределением Всевышнего Аллаха. Что было суждено случиться. Что было суждено. Для того, чтобы понять правильно, что такое трудность и как ее преодолеть, мусульманин должен вернуться к основе. К основе своей веры. В чем заключается основа веры мусульманина? Вера мусульманина строится на 6 столпах, и мы знаем об этом. Это вера в Аллаха, вера в ангелов, вера в Писание, вера в пророков, вера в судный день и вера в предопределение как хорошее, так и злое. То есть, когда мусульманин верит, что в этой жизни абсолютно все предписано Всевышним Аллахом, хорошее и дурное, все, что происходит, это уже предписано Аллахом. Аллах, субхану ва тааля, как в одном из хадисов пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи говорит, первое, что Аллах сотворил, это перо. А затем сказал перу: пиши. Тогда перо сказало: о Господь мой, что писать? Он сказал: пиши все от начала до конца. Таким образом, Всевышний Аллах, субхану ва тааля, уже предопределил, что случится с человеком, что произойдет с ним на этом этапе его жизни. Даже то, что мы с вами сидим и общаемся, это уже предписано Всевышним. Значит, если человека постигнет какая-то беда, например, либо же какое-либо испытание, например, умер близкий, например, заболел человек, либо же заболел близкий, либо случилась у него разная беда в его жизни, что ему следует сделать? Вдаваться в панику, то есть пытаться обвинить себя: о, если бы я не делал это, или этого не бы не уберег, произошло. да. Да, или я бы не уберег. Нет, это крайность, и это проявление недовольства с предопределением. Человек часто говорит: о, если бы он не пошел туда, с ним бы это не случилось. Человек не может своими поступками изменить предопределение. Во-первых, он его не знает. И во-вторых, если он примет это как воля Аллаха, то есть то, что Аллах захотел и предписал, то таким образом вера человека, то есть сердце его будет спокойным. И ему легче будет преодолевать эти трудности. И это то, чему учил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, своих сподвижников. В одном известном хадисе он сказал молодому в то время Абдуллаху ибн Аббасу. Он говорит: я научу тебя словам, если ты эти слова запомнишь, то есть эти правила ты запомнишь, то тебе никто не помешает, и твоя вера, то есть твое сердце будет свободным, будет спокойным. Первое, он сказал: помни об Аллахе, и Аллах не забудет тебя. То есть выполняй то, что Аллах повелел, и оставляй все, что Аллах запретил. Не переходить грань. Не переходить границу, знать свои рамки. И Аллах, субхану ва тааля, никогда не забудет тебя. Береги законы Аллаха, то есть выполняй все, что Аллах повелел, и ты обязательно найдешь Аллаха перед собой. То есть, когда ты окажешься в трудности, Аллах тебя никогда не оставит. И поэтому у нас есть такое выражение: Аллах деген юлах алмаз. Тот, кто говорит Аллах, то есть тот, кто связал свою жизнь то есть, с Аллахом, он никогда на дороге не останется, на пути не останется. То есть Аллах не оставит его без поддержки. Также пророк Мухаммад научил Абдуллаха ибн Аббаса, говорит: и если ты спрашиваешь кого-то, то есть просишь о чем-то, проси только Аллаха. Если ты надеешься на поддержку и на помощь, проси только Аллаха. Это говорит о том, что изначально, если человек попал в трудность и в беду, что он первый должен делать? Это только тут же обратиться к Аллаху, потому что дела людей, их жизни, их судьбы в руках Аллаха. А потом уже искать поддержку среди людей.
Если человек нуждается в чем-то, он должен сперва просить у Аллаха, а потом просить у людей поддержки, помощи и тому подобное. И пророк Мухаммад ﷺ ему сказал следующее. Знай, если все люди всего мира абсолютно соберутся для того, чтобы навредить тебе, принести тебе какое-то зло, знай, что они ничего не смогут сделать, кроме того, что Аллах тебе предписал. То есть, если Аллах предписал тебе, что эта толпа огромная сможет причинить только тебе, например, царапину на лице или где-то, то они большего не смогут сделать. И знай, если все люди всего мира соберутся для того, чтобы принести тебе пользу, защитить тебя от какой-то беды, спасти тебя, принести тебе любую пользу, то они не смогут сделать ничего, кроме того, что предписал тебе Аллах. И он сказал следующие слова. Знай, что перо поднято уже. И чернила, на которыми записано, на скрижали, оно уже высохло. То есть это говорит о том, что уже предписано все. Что нам дает этот хадис? Он нам дает то, что вера человека, его сердце, оно будет всегда спокойным, если человек запомнит эти слова. Человека постигла трудность, постигли испытания. Что он должен делать? То есть он должен принять это как предопределение Всевышнего. Значит, Аллах этим решил его испытать. Либо же, если он где-то согрешил и поступал несправедливо, значит, ему наказание. Для того, чтобы Аллах очистил его. А те, кто отчаивается в этом случае, что им делать? Потому что некоторые отпускают руки, теряются, не знают, что делать, думают, все, они остались один на один и выхода не видят. На самом деле... Можно сейчас мы звонок примем? Алло. Алло, говорите, мы вас слушаем. Алло. Селям алейкум. Алло. Селам алейкум. Алейкум селям. Buyurun. Алло. Айтыңыз сізді естеміз. Естем. Мына мен дегенде уважаемый Моллахама bir sual vermek isteyeyim. Buyurun. Мына yakında мына Моллахам айтты, Allah kol çalay, Allah ne yapar, Allah ne edip. Mına yakın dostumuz aslında gelip gitti. Bizim konuşulamadı. O bir günahsız insan edi. Buna sayesinde Allah deyimiz. Allah'a işinamız. Allah'a evet Allah'da çıkamız. Yolga çıkanda su afattan, ot afattan ne çıkamız. Sağ olun, аңладық. Мына демек, человек встретился, проблема, настигла проблема. Что в этом случае? Потерял друга, знакомого. Относительно вопроса уважаемого нашего соотечественника, можно сказать следующее. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, если пришло время, эджель для человека, ничто не сможет его оттянуть. Абсолютно ничто. И поэтому, насколько бы мы ни любили наших близких, наших родных, если мы свяжем нашу веру с Аллахом, скажем, и уверуем, на самом деле поймем вопрос предопределения правильно, то если оно пришло к нам, то есть постигло кто-то близкий из наших, мы его потеряли, ушел он, и мы сказали, это по предопределению Аллаха, Аллах забрал, Аллах дал ему такой жизненный срок, тем самым мы сможем эту трудность преодолеть легче. Если же мы скажем, почему Аллах его не защитил, мы просили Аллаха и тому подобное, то ваша мольба за этого человека, возможно, Аллах ее отсрочит до судного дня. Возможно, Аллах сделает вашу мольбу причиной, чтобы Аллах простил его грехи и вел его в рай. Но жизненный срок Аллах, Субхану Тааля, даже пророка Мухаммада, Аллах не продлит. Потому что Аллах это уже предписал. Но твое сердце и твоя мольба, твое желание помочь близкому, оно зачтется и тебе, и ему в будущей жизни. Но если ты это примешь как предопределение, то твоему сердцу будет легче. Желание Всевышнего, воля Всевышнего была на это. И поэтому Аллах дал. И насколько бы человек прекрасным не был, насколько бы мы его не били, Аллах его заберет. И пророк Мухаммад лучше был из людей.
Когда он умер, сподвижники, Омар бн Хаттаб говорил, тот, кто скажет, умер Мухаммад, я ему отрублю голову. И Абу Бакр тогда пришел ему, взял его за бороду и сказал, а забыл ли ты о словах Аллаха, что те, кто надеялись на Мухаммада, то Мухаммад умер. А те, кто уповали и надеялись и верили в Аллаха, Аллах вечно жив. И поэтому то есть мы должны надеяться, уповать на тех, на того, кто вечно живущий. Это Аллах. А любовь с людьми связывать с тем, что она когда-то закончится, но есть надежда, что мы встретим их. Где? Мы встретим их в судный день и встретим, иншаллах, в раю. У нас снова звонок, мы слушаем вас. Салям алейкум. Валейкум ассалам. Вопрос можно задать? Да, задавайте, мы слушаем вас. Бойрон. Хотел узнать, салам алейкум. Хотел узнать, Алейкум. человеку предопределен уже или нет? Можете повторить вопрос? Человека выбор предопределен или нет? Угу. Саулом. Такой вопрос зрителя. Каждый человек должен понимать, что Аллах Субхану Тааля дал человеку выбор. И у Аллаха Субхану Тааля, у человека есть воля, и есть у Аллаха воля. Но Аллах Субхану Тааля говорит в Коране: «Вама ташауна илля айяша Аллаху Раббул Аламин». И не пожелаете вы, пока не пожелает Аллах, Господь миров. Всевышний Аллах Субхану Тааля, когда перед созданием человечества, Аллах знал абсолютно все. Что было и что будет. И Аллах знал, что создаст этого человека, и ему будет дан выбор, и он выберет либо же веру, либо же неверие, либо же прямой Свой путь, да. либо же заблудший путь. Зная это, и зная, что у человека есть выбор, то есть дав ему выбор, Всевышний Аллах предопределил. Но выбор есть всегда, да? Всевышний Аллах предопределил выбор человека таким Он может образом. пойти по одному пути, может пойти Да. по второму пути. Человек говорит, Аллах несправедлив. Некоторые люди говорят, Аллах несправедлив, потому что Он предписал человеку быть вот таким неверующим. Нет. Аллах, зная, что человеку придастся выбор, и человек выберет этот выбор, и Всевышний предписал это. У нас есть звонок, мы слушаем вас. Салям алейкум. Алло. Алло, Бойрон. Салам алейкум. Алейкум салям. Салам алейкум. Алейкум салям. Бойрон, говорите. Извините, пожалуйста, я хочу уважительным человеком вопрос задавать. Если человек туда делал, астагфура делал перед Аллахом свои Аллах, прости меня, вот так, мои греши. Начался намаз, дуа читать, Курана читать. А потом опять согрешил, опять намаз, опять дуа. Это принято или не принято? Спасибо за вопрос. Пожалуйста. Вопрос ясен. Всевышний Аллах, каждый должен понимать, что Аллах Субхану Тааля говорит: «Фаман таба мин ба'ди зульмихи ва аслаха, фа инна Аллаха ятуба алейхи, инна Аллаха гафур рахим». Аллах говорит, тот, кто раскаялся после того, как он совершил несправедливость, то есть после греха, совершив раскаяние, и человек исправился, то Аллах Субхану Тааля простит ему его грехи, поистине Аллах прощающий, милосердный. И Аллах прощает человеку абсолютно любой грех, какой бы грех ни был, пока не придет к человеку смерть. И об этом Аллах говорит в Коране. Да, Аллах говорит в Коране, Пророк ﷺ говорит в хадисе: Аллах дает человеку срок раскаяться и покаяться, пока он жив. Только как смерть подошла к гортани и начался предсмертный хрип, в этот момент Аллах уже не примет покаяние человека. И пока солнце не выйдет с запада. Это один из больших признаков судного дня, когда солнце не встанет с востока, а станет с запада. Вот с этого момента Всевышний Аллах не примет покаяние. Но если человек совершил раскаяние, а затем вновь согрешил, то Аллах дает ему опять же возможность вновь раскаяться. У нас есть еще один звонок, мы слушаем вас. Алло, салам алейкум. Алейкум салям. Хотел спросить относительно выбора. Аллах сказал, не пожелает вы, пока не пожелает Аллах. Вопрос понятен?
Можете повторить еще раз вопрос? Аллах в Коране сказал, пожелаете вы, конечно, не пожелаете вы, пока не пожелает Аллах. Ясно. Да, спасибо за вопрос. Что же касается аята, где Аллах говорит, не пожелаете вы, пока не пожелает Аллах, это говорит о том, что изначальная воля решать, давать выбор, это он у Аллаха. Если Аллах позволит это, то Аллах даст человеку возможность выбрать это. То есть, как мы сказали изначально, до сотворения небес и земли Всевышний Аллах знал, что произойдет с человеком. Аллах знал, что он создаст, например, этого человека, и Аллах знал, что когда к нему придет истина, он выберет либо истину, либо же заблуждение. И вот этот выбор сам его человека, Аллах, субхану тааля, решать Аллаху, дать ему возможность сделать такой выбор, либо нет, и предписать это. Об этом идет речь в аяте, что Аллах, субхану тааля, то есть люди не пожелают, пока этого не пожелает Аллах. То есть человек для того, чтобы понять вопрос предопределения, он должен понять и осознать одно, что у Аллаха знание было абсолютно изначально. Он знал о человеке до его сотворения, он знал, что человек сделает и куда его исход, что будет с ним. Как он закончит Да. жизнь? А есть ли методы выхода из сложной ситуации, из беды, когда человек настигает? Есть ли, как можно выйти из такой ситуации? На самом деле, если человека постигает трудность, либо же беда, мы должны сперва определить, это испытание, либо же это наказание. Потому что аяты Корана иногда указывают на то, что трудности и беды – это испытание, как мы уже говорили ранее. Иногда указывают на то, что это наказание. И человек сможет определить только по своим поступкам. Если человек праведный, поступает праведно, соблюдает права Аллаха, то есть поклоняется Аллаху, выполняет предписания Аллаха, и его постигают трудности, тогда это испытание. Потому что пророк Мухаммад ﷺ в хадисе сказал, какая бы трудность верующего не постигла из болезней, печали, трудностей, то таким образом Аллах Субхану ва Тааля поднимает его на степень и очищает его. То есть таким образом Аллах испытывает его веру. Иногда постигает человека трудность и беда, и это для него наказание. И зачастую это бывает тогда, когда человек совершит какой-то дурной поступок, украдет, убьет, либо же поступит несправедливо к кому-то. Таким образом, исход этого поступка ясно, что Аллах напоминает человеку, Аллах наказал им. Выход из этой ситуации – это раскаяться, исправиться и начинать исправлять в первую очередь самого себя. И не повторять Не больше. повторять. Когда это испытание, тогда человек должен проявить терпение. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, Аллах не исправит положение народа до тех пор, пока они не исправят сами себя. То есть для того, чтобы достигнуть чего-то, человек должен начать с самого себя. И когда человека постигает трудность, беда, то он должен прибегнуть к очищению, прибегнуть к раскаянию перед Аллахом и исправлению своих положений. Например, если человек обидел кого-то, оскорбил кого-то, забрал у кого-то что-то не по праву, тогда вернуть это, извиниться перед ним. Если он украл, также вернуть и раскаяться. Недостаточно для человека сказать «астагфируллах» или «тобе этим», и при этом оставить при себе украденное, либо то, что забрал человек не по праву. Нет, он должен вернуть ему это, а затем только после этого Аллах примет его раскаяние. А может ли Аллах испытывать отдельно одного человека и целую группу, может быть, народ, или раньше там племена были? Конечно же, и на это указывает хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк саллаллаху сказал, что я боюсь, что гнев Аллаха и наказание Аллаха постигнет людей. И тогда в одном из хадисов говорится, что это была Салама, в другой Аиша, радаллаху анха, его жены. Они сказали: о посланник Аллаха, неужели беда коснется людей, народ, если, даже если среди этого народа будут праведники? Пророк саллаллаху сказал: да, если нечестие распространится в этом народе. То есть, если грехи, распутство распространится в этом народе, то Аллах Субхану ва Тааля может наказать весь народ, даже будучи, если в нем есть праведники. У нас снова есть телефонный звонок, мы слушаем вас. Алло, selam aleyküm. Алейкум селям, buyurun. Alo. İşte sizni, buyurun. Alo, selam aleyküm. Алейкум селям. Akşam şerefiniz hayırlı olsun. Sağ olun cümlemizge.
Sağ olun. Bir şey var da sizde. Bana cuma namazına varacak olan da işte işim gelişmiyor. Garip olmayın. Ne evde dua okuyayım. Allah kabul eder. Sağ olun. Çok meraklı sual. Çünkü adamlar da rast gelip bile cuma namazına barıp olamay. Ne yapmak gerek? Çünkü bu cemaat namazı, cuma namazı böyle vaziyette ne yapmak gerek? Аллах Субхану Тааля Кур'ан Керимде ясно говорит, именно когда предписывает пятничную молитву, Аллах говорит: о те, которые уверовали, оставьте вашу торговлю и спешите к поминанию Аллаха. Джума намаз является обязательным для каждого мусульманина, то есть именно мужчины. И поэтому мусульманин должен стараться найти возможность, найти время для молитвы. И так как это раз в неделю, это коллективная молитва, потому что эта молитва сплочает мусульман. Мусульмане чувствуют благословение Аллаха и чувствуют силу, так как они видят постоянно большой коллектив в молитве. И человек должен стараться найти возможность посещать молитву, пятничную молитву. У нас снова звонок, мы слушаем вас. Алло. Buyurun. Алло, селям алейкум. Алейкум селям. У меня такой вопрос. Вот я потеряла одного сына 10 лет тому назад, 39 лет ему было. Потом через 7 лет муж умер. И вот сейчас 46 лет второй умер. Это наказание мне за что? Ну, может, наказание это или испытание? Я хочу это знать. Сау olun. Вопрос от телезрителей. Это, как мне видится, это испытание от Аллаха. Потому что если Аллах Субхану Тааля предписал жизненный срок человеку, ничто не изменит. Даже благие поступки человека не изменят судьбу человека. И поэтому вы, как мусульманка, вы должны стараться принять это как предопределение от Аллаха и надеяться на то, что завтра, в судный день, обязательно мы все с этого мира уйдем. О том, что завтра, иншаллах, вы встретите и своего сына, и своих близких, которые человек потерял в этом мире. В жизни, да. Да. И самое главное, не разочаровываться в милости Аллаха. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, разочаровываются в милости Аллаха только люди заблудшие. В другом аяте говорится, только люди, творящие несправедливость. И поэтому человек, когда просит у Аллаха что-то, надеется на Аллаха, он не должен разочаровываться и говорить: я просил Аллаха, и Он мне не дал. Он не должен говорить: я надеюсь на Аллаха, Он мне не помогает. Нет. Ты помощь Аллаха Субхану Тааля ощутишь обязательно, только человек должен быть убежденным в это, верить в это и ожидать это с терпением. А есть ли примеры в жизни пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи, как он преодолевал беды и трудности? На самом деле, жизнь пророка Мухаммада, она полна примеров, как он преодолевал трудности и беды. Много ли испытаний? На самом деле, самое большее испытание постигало пророков. Самое большее испытание. Если мы посмотрим историю пророков, то каждого пророка обвиняли во лжи, каждого пророка пытались бить, пытались убивать. И это было даже с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи. Его обвиняли в колдовстве, его обвиняли, что он сумасшедший. Его изгнали из его родной земли. И ему объявляли, ему и его сподвижникам, которые уверовали, объявляли бойкот. И 3 года никто с ними не имел никаких взаимоотношений, ничего. И мусульмане испытывали такие трудности, что приводится даже, они ели листву с деревьев, потому что никто им не продавал продовольствие. Они были полностью изолированы от этого мира. И самым трудным было, это его изгнали из Мекки, и он переселился в Медину. У нас еще один звонок, мы слушаем вас. Алло. Алло, салам алейкум. Алейкум селям. Алейкум селям. Извините, я хочу уважаемому человеку вопрос задавать. Вот когда ты вот перед намазом, когда молишься, вот бывает вот такой из делах мысли идет, или плохие вещи, или вот забываешь, вот молишься, а
смысл у тебя в другом месте. Как надо определиться, как психологически тебя готовить этого? Ты, вот, например, вы меня поняли, да, вот как Да. надо истинно делать это намаза? Ну, тот случай, когда мыслями уходишь куда-то и не можешь сосредоточиться. Человек, когда становится на намаз, он должен понимать, в первую очередь, что он стоит перед Аллахом. И это он стоит перед своим Творцом и Создателем. И когда он становится перед Аллахом, все его мирское, все его заботы должны остаться позади. И он должен быть смиренен в намазе, потому что смирение в намазе – это условие, это столб в намазе. И если человек, став на намаз, ему постоянно приходят мысли, он не может сосредоточиться, тогда Пророк ﷺ научил тому, чтобы человек, будучи стоя в намазе, сказал «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим» и поплевал влево трижды. Таким образом, у него мысли его покинут. Если мысли вновь придут, он может прямо во время намаза, не прерывая намаз, поступить таким образом и продолжать намаз. И это на самом деле работает. Мгм. Если же вернемся к нынешнему положению крымских татар-мусульман, что им следует делать в этом положении? Потому что тоже народ проходит испытания. Что в этом случае делать? Как это преодолеть все? На самом деле мы должны понять одно самое главное правило, наверное, либо же причину всех этих испытаний, которые постигают человека, либо трудности. Это проверка на качество человека. Аллах Субхану Тааля говорит в Коране: «Валяу ша Аллаху», Аллах Субхану Тааля говорит: «Валяу ша Аллаху», если пожелает Аллах, то Он бы сделал вас всех верующими абсолютно. Но Он желает вас испытать в том, что Он вам дал. В другом аяте Аллах говорит: неужели люди считают, что они скажут, мы уверовали, и они не будут испытаны? Мы испытывали тех, которые жили до вас, для того, чтобы Аллах испытал, кто из вас является правдивым, а кто является лжецом. И любая трудность, которая приходит человеку, и сегодня даже то, что постигает наш народ в Крыму, это испытание для верующих, и это наказание для тех, кто на самом деле способствует в этом грехе, в этих преступлениях, либо же в бедах, которые постигают мусульман. Потому что Аллах Субхану Тааля таким образом желает для них, чтобы они больше погрязли в этом, чтобы спросить у них об этом в судный день. И те трудности, которые сегодня постигают мусульман в Крыму, они указывают, то есть очищают общество для того, чтобы каждый знал, кто является правдивым, а кто является неправдивым. У нас телефонный звонок, мы слушаем вас. Шевкет. Буйрун, Салам алейкум, Шевкет. алейкум селям. Bu передача татарларға касается, да, Руслан айтқандайын. Не үшін татарша айтпайды, не үшін бұл студияда русша айтты бұл кісі? Бұл кіші қырым татаржада айта, мүмкін осы суалыңыз болса, қырым татаржа берсеңіз, қырым татаржа жауап бережек. Шабадан басайлар байланы бермеге, етмеге. O ne de işi bizim tatarlığımız albat ve çıkır süründe. Ruslar bizге ne de düşmanlar, ayak şavalar. Яқшы аңладық, телефоныңыз сақ болың. Мүмкін олса қырым татаржада жауаплар бермеге. Çok sağ olun. Biz Tatarca Allah'a şükür anlayımız ve Tatarca laf etiyemiz. Ve bu kışı Rusça laf etiyor çünkü bu programmasının mevzusu ve bu programa aslında Rusça onun manası var diye laf etmiyor. Onun için Rusça laf etiyemiz. Sizin sualiniz Tatarca olsa Tatarca da cevabını verir misin inşallah? Lakin bütün Müslümanlar kim Tatarca anlay ve Tatarca anlamay da onlar faydalansın deyip onun için bu programı Rusça alıp varla. Чүн кешкенімізге говорит, тек қырым татарларды гүл телефон ашқанлары. Если же говорить о тех людях, которые вынуждены были после оккупации выехать, что для них это тоже испытание, что в этом случае делать? Я бы хотел сперва договорить о тех мусульманах, которые сегодня на самом деле их сажают в тюрьму. Их преследуют, они испытывают страх определенно, испытывают какое-либо преследование их. Они должны понимать, что это испытание, которое Аллах дал им. И Пророк ﷺ в хадисе говорит, если Аллах полюбил кого-либо из своих рабов, то Аллах Субхану Тааля дает ему в этом мире трудности, которыми Аллах его желает очистить в этом мире. Потому что все мы грешники. Пророк ﷺ говорит, каждый сын Адама, все люди совершают грехи, и лучше из них те, которые каются.
И иногда человек совершает грех, но он забыл об этом грехе, либо же не заметил, что это грех. Аллах знает, что у человека на весах есть этот грех. И таким образом Аллах Субхану Тааля желает его очистить в этом мире. И тем самым любая трудность, которая постигает сегодня мусульман там, это для них, иншаллах, испытание. Каким образом мусульманин должен пройти эти испытания? С терпением и надеждой на Аллаха. Если он окажется из тех, кто разочаровался, из тех, который отпустил руки, то он окажется из тех, о ком Аллах сказал, что они те, кто заблудились, то есть потеряли своего Господа. И его сердце не найдет спокойствия. Но если он свяжет свое сердце с верой в Аллаха, с предопределением, ему эту трудность преодолеть будет намного легче. И также их родственники, их жены, их дети. Оружие мусульманина это не количество, это не оружие, то есть танки, артиллерии и тому подобное. Хотя это тоже из видов оружия, к которым мусульмане должны уметь обращаться и должны, наш народ должен иметь это. Может быть, да. Да, потому что вера это говорит о силе духовной. И Аллах Субхану Тааля дает верующим мусульманам победу, связано с их иманом. Насколько они на него надеются и верят в него, столько же они получат то, что они от него ожидают. Если человек разочаруется и скажет, я прошу, вот Аллах не отвечает, или Аллах дал мне это наказание, то это плохие мысли об Аллахе, то, что не подобает в отношении Аллаха Субхану Тааля. Что же можно вкратце, потому что передача подходит к концу, поэтому еще один вопрос будет. Ответьте на тот вопрос, который я задал, про тех, кто вынужден был покинуть Крым в условиях оккупации. Что они должны делать? Те, которые покинули Крым с событиями оккупации, опять же, не отчаиваться. Мы, иншаллах, каждый вернется домой. Каждый вернется и будет слышать те азаны, по которым он скучает. И самое главное, совершать действия и поступки, которые не приведут нас к тому, чтобы мы отдалили эту мечту. Поступать так, чтобы эта мечта сблизилась. Ведь Аллах Субхану Тааля говорит в Коране: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. И тот, кто боится Аллаха, страшится его наказания, боится его ослушаться, выполняет его повеление, Аллах даст ему выход из трудной ситуации, оттуда, откуда человек не ожидает этого. И Аллах Субхану Тааля также говорит: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. И тот же, кто уповает на Аллаха, то ему этого будет достаточно. И поэтому, если мусульманин потеряет надежду на Аллаха, на поддержку Аллаха, то этот человек уже в этом мире он будет ощущать и чувствовать себя оставленным, забытым и потерянным. И также мусульмане должны делать причины, которые приведут к тому, что трудности и беды ушли. И большая часть бед постигает верующих, когда они разделяются. Когда они оставляют, то есть находя различные причины, пытаются разделить, сказать, это свой, это чужой. На основании языка, на основании культуры, на основании различных даже мировоззрений. Если человек сказал «бу безимки дигиль», все, таким образом ни о каком сплочении речь не может идти. И о победе, которая от Аллаха Субхану Тааля мы ждем. То есть можно забыть. Потому что Аллах Субхану Тааля ясно говорит в Коране: «Ва'тасиму бихабли Аллахи джами'ан ва ла тафарраку». Держитесь за веру Аллаха вместе и не разделяйтесь. Если перед нами есть человек, который нам не нравится, его мировоззрение, язык, на котором он говорит, то таким образом это только отдалит нас и рассорит нас, а не сблизит. Сулейман Хаджи, последний вопрос. Облегчают ли испытания наше время в судный день? Испытания, которые сейчас мы проходим? Конечно же, как пророк Мухаммад ﷺ сказал, любое испытание, которое бы не постигло верующего, Аллах Субхану Тааля посредством этого прощает его грехи. Если Аллах простит грехи человека, то Аллах Субхану Тааля также облегчит его положение в судный день, потому что человек в судный день придет без грехов. И Аллах Субхану Тааля поднимет его на степень. То есть мы знаем, в раю есть степени. И Аллах Субхану Тааля поднимет посредством этих трудностей, которые человек прошел с испытанием, то есть с терпением. Таким образом, Аллах Субхану Тааля его возвеличит.
И это то, к чему должен, то есть на что должен настроиться каждый мусульманин. Шоксаун. В эфире Атыры была программа «Истихамет» о направлении. Мы с нашим гостем, главой Совета улемов Сулейманом Хайруллаевым, говорили о том, об испытаниях, которые проходят мусульмане, и как их преодолеть. Мы увидимся с вами ровно через неделю в это же время в эфире телеканала АТР. Салам, у нас.